Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Чинара Асылбекова. В последнее время в Кыргызстане, особенно в регионах, наблюдается активность жилищных кооперативов, предлагающих населению вложить деньги и стать пайщиком кооператива с целью приобретения жилья. Деятельность кооперативов рассчитана на категорию населения, не имеющую возможность приобретения жилья. Сообщается, что подобные кооперативы предлагают населению вкладывать в кооператив 20-30% от стоимости жилья с последующим погашением под низкую по сравнению с рыночными процентную ставку 2-3%, а в некоторых случаях даже предлагается и нулевая ставка. В мировой практике наиболее распространенным видом финансовых пирамид является форма, в которой гражданам предлагают программы на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и так далее, и требуют внести от 5 до 30% от суммы, а оставшуюся часть организация обещает внести за счет постоянного притока новых клиентов. В связи с чем Министерство юстиции призывает граждан быть осторожными при принятии решения о вложении своих денежных средств и запрашивать у жилищных кооперативов, предлагающих финансовые услуги, разрешительные документы. Прежде чем принимать решение о вступлении в жилищный кооператив, обязательно необходимо проверить историю компании и регистрации в Министерстве юстиции. Как же все-таки определить, мошенничество это или нет? Как понять, что перед вами не финансовая пирамида? И перед тем, как доверить свои деньги любому жилищному кооперативу, что необходимо предпринять? Эти и другие вопросы мы сегодня и обсудим в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя министра юстиции Кыргызской республики Орузбека Садыкова. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 39 19 33. По ним вы можете позвонить, задать свой вопрос или выразить свое мнение. Если вы вдруг, к несчастью, стали жертвой того или иного жилищного кооператива, если на сегодняшний день есть вопросы, или если вы хотите стать пайщиком того или иного жилищного кооператива, то сегодня все ваши вопросы вы можете адресовать нашему гостю. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель министра юстиции Кыргызской республики Орузбек Садыков. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринчи радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Орузбек Кадырбекович, добрый день. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Добрый день. Орузбек Кадырбекович, я, наверное, не открою вам Америки. Каждый кыргызстанец мечтает о жилье, тем более если жилья у кыргызстанца, у того или иного гражданина, к сожалению, на день сегодняшний нет. Но понятно, что жилищный вопрос, он всегда был актуальным, и этот вопрос сегодня тоже стоит очень остро. Многие пытаются найти инструменты, приобрести жилье, может быть, чтобы частично, может быть, даже бартером купить квартиру, дом, потому что хочется где-то жить. И когда у кыргызстанца есть свое жилье, это уже говорит о том, что голубая мечта исполнена. Хорошо, когда есть гарантии, а когда гарантий нет, это, к сожалению, очень плохо. И если мы сегодня с вами обратились к такой теме, как жилищный кооператив, я правильно ли понимаю, что да, жилищный кооператив – это один из лояльных инструментов приобретения жилья, но и здесь, к сожалению, могут возникнуть риски. Поэтому мы почему к этой теме-то обратились? Я не зря говорила и проанонсировала, что во многих регионах имеет свойство быть, что, скажем так, активность жилищных кооперативов наблюдается в последнее время. И, конечно, чтобы приобрести жилье, сейчас жилищные кооперативы предлагают такие лояльные условия, мягкие условия, да? И многие наши кыргызстанцы, у которых, я еще раз повторю, нет жилья, сейчас перед выбором. Но опять же, мы должны думать о том, чтобы эти кыргызстанцы, которые приобретают жилье у жилищного кооператива, никоим образом не столкнулись с рисками. Что скажете? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да. Я немного остановлюсь на истории кооперативов. Да? Кооперативы в 19 веке появились во Франции, в Великобритании и Германии. Да? Первые кооперативы были в форме как потребительские кооперативы. И
производительный, да. Само слово кооператив от французского означает объединение трудящихся, да. Как нам известно, у нас появился во время Советского Союза, да, потребительские кооперативы, там гаражные кооперативы, дачные кооперативы, да. Сейчас, согласно закону о кооперативах 2004 года, у нас потребительские кооперативы, такие, как и другие виды кооперативов, у нас исключены, да. Ну, в общем, в мире существуют вот производительные кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, жилищный кооператив, жилищно-накопительный кооператив, дачно-строительный, гаражный кооператив и кредитный кооператив, и даже страховой кооператив тоже существует, да? Вот как вы в своем в речи отметили, что кооперативы сейчас предлагают лояльный и мягкий, то есть пути альтернативы, да? Ну, пути альтернативы для банков, для других ипотечных компаний, да? Вот для каждого граждана важно иметь свое жилье, да? У нас в Кыргызов есть пословица «Инкур болсо да үйүң болсун», да? Вот тебе урлога, то пусть твой зато дом, свое, да? Зато свое, да? Но это важный вопрос. Но сразу я обращаю внимание радиослушателей, да, что это не принимайте его сразу как премию, да, или как мошенничество, да, потому что закон есть. Государство гарантирует существование кооперативов и защищает права и интересов и представителей кооперативов, и членов. При этом и не вмешиваются в внутренние дела кооперативов, да, чтобы самостоятельно развивались, самостоятельно решали свои пути, да. То есть кооперативы у нас, как заметили последние годы, тенденция вот открытия таких кооперативов и предложение приобретения жилья, строительство жилья, жилищных комплексов, оно вот развивается, активно развивается. Я для статистики сообщу для наших радиослушателей Беринчи радио. У нас 158 кооперативов зарегистрированы. Это формы как жилищный кооператив, да? Но из них, может, активная свою деятельность ведет, но может 30-35%, да? Даже половины нет. Ну, может, некоторые зарегистрированы, но после государственной регистрации оно приобретает статус юридического лица, ну, то есть полноценную, то есть с правами и обязанностями как юридического лица, да? Ну, есть кооперативы, которые созданы как жилищно-строительный кооператив и гаражно-строительный кооператив. Вот гаражно-строительный кооператив тоже у нас существует. Вот в городе тоже наши радиослушатели тоже замечают. Ну, автовладельцев имеется гараж, который они для эффективного общего управления создают жилищно-гаражные кооперативы. Да? То есть они не занимаются строительством либо приобретением жилье для своих членов, да? Ну вот, что такое кооператив, мы остановились. Вот теперь в нашем ситуации, да, в Кыргызстане теперь. Кооперативы создаются не менее 7 гражданами, достигшего 18 лет возраста, да, физическими лицами, так называем, и юридическими лицами. Могут быть и смешаны. Главный субъект должен быть не менее 7 человек. После государственной регистрации желающие вступить в членство. Членство безограниченно. Могут столько, тысячи, может 500, может 2000. Смотря как кооператив работает. У нас в органах юстиции они зарегистрируются, получают свидетельство о государственной регистрации, получают устав и другие учредительные документы, да? У нас проверяется устав, так как оно же не коммерческий кооператив. Кооперативы у нас, согласно закону, делятся на коммерческие кооперативы и на некоммерческие. Коммерческие кооперативы тоже отделяют информацию для наших радиослушателей. Ну, это сельскохозяйственные, производительные кооперативы, которые сельскохозяйственно основаны на свое подсобное хозяйство, производители на свое трудо, там производят товаров
для удовлетворения своих нужд, своих членов, с целью получения экономических прибыль, коммерческих. А некоммерческих это добровольно объединенные граждане, основаны на членстве, имеющие денежную ценность для приобретения жилья, но не для получения экономической выгоды ни самой кооперативом и ни самой членов кооперативов. Да? Важно отметить, что в момент регистрации у нас в органах юстиции специалисты производят экспертизу устава, потому что закон основные направления определяет общественные отношения. Закон не регулирует внутренние, то есть до инструкции оно не спускается, правильно? Уставом определяется там созыв общего собрания, избрание руководителей, стоимость одного пая, дополнительного пая и другие там подробные механизмы. У нас эксперты, наши специалисты производят эти эксперты, если представленные учредительные документы соответствуют, но издает приказ о регистрации и выдает свидетельство в форме, утвержденной Министерством юстиции. Да? И оно одновременно отражается нашим в электронном базе данных для юридических лиц. Оно общедоступно. Любой гражданин может зайти если заинтересовался с каким-либо кооперативом, и написать наименование и узнать, зарегистрирован, когда зарегистрирован, как, кем, кто руководитель, такие информации там отражается. Для того, чтобы еще заинтересовался с ознакомлением учредительным документом, уставом, тоже здесь наш закон позволяет, закон о доступе информации, находящейся в ведении государственных органов и муниципальных органов, да, они могут с заявлением обратиться к нашим территориальным органам юстиции и получить копию устава этого кооператива. И ознакомиться дома, прежде чем заключать, либо приобретать, или просто деньги давать. В этом случае, да, так говорим. Ознакомиться с кооперативом, последним уставом, актуальным, который должен вести. За нарушение устава несет ответственность исполнительный орган кооператива и другие соответствующие органы. Вот это в регистрации. Урузбек Кадырбекович, вот смотрите, я правильно говорю, а может быть не совсем по адресу задаю вопрос, но тем не менее, есть у нас жилищные кооперативы и есть у нас ипотека, да? Ипотеку кто дает? Государственная ипотечная компания. Ипотеку могут предоставить коммерческие банки. Как я понимаю, вот в отличие от ипотеки, жилищные кооперативы, в общем, в жилищном кооперативе нет процентных ставок, есть, как я поняла, взносы и, ну, скажем так, единоразовая комиссия. Вот вы сказали, что кооператив не преследует коммерческой цели. А как я поняла, он регулирует очередность получения недвижимости, например, однокомнатной или двухкомнатной квартиры, и следит за возвратностью денежных средств. Вроде бы намного вот такие вот, скажем так, простые механизмы. И я, наверное, сейчас правильно понимаю и хочу сказать, что вот многие наши граждане, которые действительно нуждаются в жилье и обращаются в жилищные кооперативы, что вот в отличие от ипотеки в жилищном кооперативе все намного проще. Я ведь не зря сказала, что есть лояльные условия, да? Мягкие условия. И поэтому многие наши граждане обращаются в жилищные кооперативы. Самое главное, что они не должны забывать, чтобы я не стала жертвой мошенничества. Вот вы же сказали, могу ознакомиться с уставом, да, с учредительными документами. И здесь, я как понимаю, это все такая вот прозрачная и открытая, скажем так, информация, что если я, например, приду в Министерство юстиции и вот могу сказать, что есть такой жилищный кооператив, ну, например, под названием «Надежда», да, ну, к примеру, вы можете мне показать, что да, он зарегистрирован в органах юстиции, вы можете мне предоставить устав и учредительный документ, да, копию устава. Я имею в виду самую главную информацию. Поэтому я правильно понимаю, что вот сейчас вот мы о чем говорим, что жилищные кооперативы, многие наши граждане обращаются почему там, потому что там проще. Правильно. Правильно отметили, Ирина. Вот. Кооператив – это не банк, это не кредитное учреждение,
и не ипотечная организация, да. Ипотеку предоставляют банки и другие специализированные организации, которые, да, ну, они определенны под процентом. Здесь как приобретает жилье на основании своих денежных средств, то есть паев фондов, имеющих денежные средства. То есть, когда учреждает кооператив, определяется стоимость одного пая, минимального. Но закон не ограничивает. Там они устанавливают дополнительные паи, и резервные паи, и паи для чрезвычайной ситуации. Да? Вот как раз таки дополнительные паи, это будет для приобретения недвижимого имущества. Да? Но прежде чем приобрести, прежде чем составлять договор, либо другие сделки, они между кооперативом и между членом кооператива должны составляться договор. Там должен конкретное условие указывается, график погашения указывается, стоимость имущества указывается, стоимость вносимости, то есть в процентном соотношении членам, то есть сейчас гражданам, я сейчас членам тоже остановлюсь, гражданам указывается, и обоюдное обязательство пойдет. То есть выполнять должен и кооператив, и член, который приобрел. Вот, Ирина, интересный вот факт. И банки тоже создаются людьми. И строительные фирмы тоже создаются людьми. Правильно же? И кооперативы тоже создаются людьми, гражданами. Здесь только человеческий фактор. Как ты ведешь машину, она так же поедет, правильно же? Здесь закон есть. То, что говорит пирамида, то, что вы говорите, закона о пирамидах нет уже, правильно? То есть государство не гарантирует их существование. Тем более в пирамиде ты должен за собой людей привести. За счет них ты будешь. Конечно. А здесь у тебя будет свой пай, у тебя будет свое имущество, которое пропорционально стоимости, и у тебя будет индивидуальный договор с кооперативом и график погашения, который член должен погашать в определенное время. Ну, это будет определяться как внутренним документом, может 5 лет, 10 лет, может 20 лет. Урузбек Кадырбекович, ну, как я понимаю, вот клиентов жилищных кооперативов становится больше. Вот я сделала чуть ранее упор на ипотеку. У нас есть государственная ипотечная компания, и здесь, как я понимаю, здесь есть отличная возможность приобрести жилье. Но здесь, конечно, есть ряд ограничений у государственной ипотеки, да? Почему? Потому что, вот, например, раньше, да, какие были требования, что госипотека только для бюджетников, да? А те, кто в бюджет не входит, но те, которые действительно нуждаются в жилье, они могут стать клиентами жилищного кооператива. И я вот, знаете, сейчас понимаю, что вот принцип жилищного кооператива, он даже может схож вот с таким, я уж не знаю, инструментом, что ли, кыргызский ашар. Помните, вот метод взаимопомощи родовых кланов, да? Вот. И поэтому вот как-то вот вы делаете анализ, что клиентов жилищных кооперативов становится больше. Я не зря вот говорила и думала, что вот многие сейчас эксперты говорят о том, что вот особенно финансисты, что жилищных кооперативов становится по стране очень много, они как грибы после дождя. Ну, значит, выгодно создать свой жилищный кооператив или самому тому, кто, например, вы же сказали, 7 членов должно быть, да? Это минимально. Да, это минимально, да? В момент создания. В момент создания, я об этом и говорю. Поэтому я не зря задаю вопрос, вот клиентов жилищных кооперативов становится больше. Почему? Потому что и условия лояльные, и там особо ряд ограничений нет, которые есть, например, в государственном ипотечном кредитовании. Вот лояльность, то, что жилищный кооператив не обязательно на твое имя зарегистрирован один недвижимое имущество или 10. Здесь есть тоже лояльность. То есть независимо, работает ли этот гражданин в государственном учреждении, либо муниципальном. Это независимо тоже, да? Это, то есть, простые условия. Важно отметить, что мы, орган юстиции, ежегодно проводим декады, ежедневно даже консультации оказываем. Потом статистика анализа делаем. В каких районах, в каких областях, в каких городах. Декада – это по оказанию юридической помощи, по оказанию юридической помощи, да. Вот раньше было обращение по получению земельного участка, приобрести
приобретения недвижимого имущества, получения пособий и пенсии, там, получения удостоверяющих личностных документов. Да? Сейчас нас тоже удивило, вопрос кооперативов уже на первое место вышло. Ну, в ряду первого места, да? То есть, это общество заинтересовано и создают общество, тоже граждане же создают кооперативы, да? Вот. Законом четко все указано. Сначала заблуждение либо разочарование где происходит? Когда граждан либо член, чтобы приобрести, ты обязательно должен быть членом. Не ознакомишься с уставом, не ознакомишься с договором, ты просто даешь деньги рядовому офисному сотруднику, так понимаем, да? При этом не требуя подтверждения, квитанции, либо другие чеки, да? Тогда происходит, что если не попадает в кассу определенного кооператива, да, сейчас мы ни одного не будем назвать, да, тогда вот это можно называть мошенничеством, да, если не попадает. Ну, я гражданам призываю, согласно закону о кооперативах, сначала гражданин должен выступить как член. Заявление должен писать в управление, правлению о принятии в членство. После принятия членства каждому члену кооператива должен кооператив выдавать членскую книжку. Но чтобы стать членом, наверное, надо зарегистрироваться в жилищном кооперативе. Нет, кооператив зарегистрирован, ты должен подать заявление по форме утвержденным правлением, да, там. Я гражданин такой-то такое, прошу принять членство, да, это добровольное же объединение, физические лица, там нет ограничений. Потом гражданину после принятия в членство ему дает членская книжка. Что она должна содержать? Как фамилия, имя, отчество, и адрес, дата рождения, дата вступления в кооператив. Количество заявленных и внесенных паев и даты их внесения. Количество дополнительных паев и даты их внесения. Сумма кооперативных выплат, в том числе зачисленный паевой взнос, даты. Сумма выплат от стоимости паевых взносов и даты этих выплат. То есть, видите, граждане, которые ставшим членом кооператива жилищных, должны требовать членскую книжку. Но она дается сразу же, в этот день, в этот момент? Или надо ждать, например, нет, после выплаты сразу должны давать. Там оно же будет продолжаться, а потом постепенно, ежемесячно, периодически выплачивать членские взносы, либо дополнительные взносы, либо основные взносы. Тогда она будет дописывать. При этом туда запишут на основании... все кооперативы сейчас после государственной регистрации имеют право открыть счет в банках, да? На основании свидетельства. В банках, у всех кредитных кооперативов есть в кредитных учреждениях счет. Банковский счет, да? Я призываю граждан оплатить через банк, через финансово-кредитное учреждение. И у вас была свидетельство. И квитанцию вручает в бухгалтерию кооператива. И при этом кооператив в вашем трудовом книжке должна отметки делать, членском книжке отметки делать, когда вы выплатили, сколько вы платили, да? И по графике, по договору вы должны идти так. Если так пойдет, никто не пострадает, Ирина. Никто не пострадает. А то, что сейчас недовольство идет граждан, то, что срок составляется 8 месяцев, 10 месяцев, 12 месяцев, в этот момент он не может получить свое жилье, да? То есть долго стоит в очереди, да? Долго стоит в очереди, то есть срок в очереди определенный в договоре. То есть, или это будет 6 месяцев, или это может быть до года. То есть, это должно быть в договоре. Это зависит от вносимой суммы. Если, например, это устанавливается внутри кооператива и утверждается общим собранием членов. Если 20% там год ты ждешь, если 30%, то 8 месяцев, если 40%,
тебе может за 4 месяца дать. Да? Вот поэтому после приобретения жилья, вот у каждого кооператива тоже, оказывается, по-разному сейчас. Кто-то кооператив сам выкупает от продавца это недвижимое имущество и дает этому члену на основании договора там, ну, разных договоров составляют. Ну, один из них договоров, договор купли-продажи, но залог остается у кооператива. Ну, то есть недвижимое имущество, то есть кооператив обратно становится залогодержателем, да, этого имущества, чтобы до конца погашения этого кредита и чтобы недвижимое имущество не отчуждался третьим сторонам. И другие там составляют договор предварительной купли-продажи, делает и оформляет самому члену, и при этом еще договор залога составляет, и залогодержателем становится кооператив. Да? Если таким механизмом идет, такие нормы закона соблюдаются, в итоге никто не пострадает. Потому что будет у вас доказывающие документы и база, которую в любом случае вы можете возвратить. Ну, желаю, что все были счастливы и приобрели жилье, но в крайнем случае, да? Ну, вот давайте представим такую ситуацию, Розбек Кадырбекович. Ну, вот я стала членом кооператива, дай бог, да, жилищного. Мне дали членскую книжку. Я, например, оплатила 30%. Вы сказали, что при уплате 30% я буду ждать 8 месяцев. Ну, и определенно. Да, это зависит от кооперативов, как они устанавливают. Ну, вот если, например, 8 месяцев прошло, а я ничего, например, мне никто не звонит, я, например, не могу отследить движение своей очереди. Я вот слышала, что движение своей очереди во многих жилищных кооперативах можно даже в онлайн-режиме проследить, да? Ну, я так слышала. Вот. И вот, например, проходит 8 месяцев, и ничего я не вижу результата. Ну, понятно, что где-то меня ущемили, да, где-то мои права, скажем так, нарушены. А что делать в этом случае? Вот, такое бывает вообще? Да, бывает. Вот правильно ответили. Некоторые кооперативы, которые активно занимаются, серьезно, добросовестно и разумно занимаются, ввели для прозрачности онлайн очередь. То есть можно открыть интернет и проследить. Там, определенным пароль доступом и посмотреть продвижение очереди. Да? У некоторых до сих пор бумажные версии, да. Вот что стало причиной вашего нарушения срока договоренности, да, например? Кооператив – это добровольное объединение граждан, же основано на имуществе паев из взносов, да? Для того, чтобы эта же очередь, само слово, продвигался, перед ней должны платить своевременно. Конечно. Это здесь ответственность граждан тоже есть. Они только так требуют от кооперативов. Правильно же? У кооператива правила есть. Вот, например, банковый кредит получили. Вот, если вы 10 дней пропустили, столько звонков, столько будет. Да, правильно? Кредитную историю-то я могу испортить. Историю вас испортит. Да. И если 2 месяца пропустили, вас уже в суд подадут, и в залоге имущества тогда. Да. У кооператива же залог же нет уже пока до приобретения. Поэтому они просто просит, дозванивает, либо информационные компании тоже проводят, там каждый кооператив по-своему определяет. Поэтому передние граждане, которые стоят в очереди, должны оплатить по графику. Должны оплатить по... Мы сейчас, Ирина, мы не можем сейчас односторонне только обвинить представителей кооператива или граждан. Потому что обе стороны, когда договор составляешь, это ответственность обе стороны. Правильно? Договор ведь составляется двум сторонам же. Двум или более, правильно? Ну, в данном случае двум. Потому что же у вас будет индивидуальный договор. Кто-то хочет 3 комнаты, кто-то хочет 1 комнату, кто-то вообще другой земельный участок, либо частный дом хочет. А договор оформляется именно в здании или в стенах того или иного жилищного кооператива. Не надо никуда выезжать, там в госрегистр, там надо привлекать, скажем так, юристов со стороны. Все это... Нет, юристов, если должны привлекать. Если человек
не разбирается юридическим вопросом, могут обратиться граждане наших центров бесплатной юридической помощи, или могут зайти на наш сайт. У нас есть карта юридической помощи по всему Кыргызстану. Мы над этим тоже работали, сейчас активизируем. Может зайти и узнать, где, какая организация есть и кому могут обратиться. И либо зайти в сайт Укук Чардам KG и вопрос задавать онлайн тоже. То есть это не в рамках декады, а вообще можно обратиться? Министерство юстиции на постоянной основе осуществляет правовое просвещение граждан. Это один из основных задач Министерства юстиции. Правовое просвещение – это важно, Ирина. Поэтому могут ознакомиться с уставом, заявление пишет и получит копию устава. И договор, когда вы приобретаете недвижимое имущество, оно обязательно подлежит в регистрацию в государственном учреждении кадастр. Обязательно подлежит в регистрацию. Это должно быть. Это требование закона, да? Тогда у вас будет все, правовая база для доказывания, да. И теперь, я думаю, этот вопрос, который сейчас поднимается, настораживает и самих представителей кооперативов тоже. Что, чтобы некоторые кооперативы не превратились в так называемую пирамиду, да? Чтобы деятельность открытая. Просто сбор деньги и какие-либо мошенническим организациям. Вот добросовестных кооперативов тоже это настораживает. Поэтому я, пользуясь случаем, тоже обращаюсь к представителям жилищных кооперативов тоже. Согласно закону, кооперативы могут создавать свои союзы, ассоциации для координации, для реализации своих целей и обратиться в государственные органы для защиты своих членов и установления единых своих правил. Они могут создавать союзы, но при этом самостоятельность они сохраняют. При создании они составляют учредительный договор и подписывают, и устав учреждает. Они вот тоже заинтересованы координировать свои деятельности, да? Урозбек Кадырбекович, я напомню, телефоны прямого эфира. Да. Я микрофон должен взять, да? 2190 наушник и 39 19 33. Я напомню, что в последнее время в нашей стране, особенно в регионах, наблюдается активность жилищных кооперативов, которые предлагают населению вложить деньги и стать пайщиком кооператива с целью приобретения жилья. И вот многие эксперты сейчас советуют, вот прежде чем принимать решение о вступлении в жилищный кооператив, нужно обязательно проверить историю компании и регистрацию в Министерстве юстиции. Урозбек Кадырбекович, на связи с нами наш слушатель. Давайте узнаем, что его волнует. Алло. Мы слушаем, говорите. Салам алейкум. Мен кыргызча айтайын. Мен фамилиям Боржиев Какен. Токтогуларынан болом да. Анан мен жанагы жилищный вопрос, жана кооператив боюнча, тем более сиз Министерство юстициянын адам экенсиз, өкүлү. Мен мындай суроо, мына 2004-жылы системалык кат өткөн экен. Анан ошол убактарда коррупция аябай күч алып, Токтогул районунда мындайча айтканда, биздин Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүндө системалык кат өтпөй турду, картадан эле алып туруп, анан каралган акча долларды жеп коюшуптур. Азыр кадастр мекемеси мурунку ГРЭСтин начальниктери. Анан эми ушуларды мен прокуратурага берип башка кылсам, мынандай бир вопрос туулуп атат да. Мен ушуну эч жерден тактай албаган да. Биз чечим Ортожон айылына чыккан. Ал чечимдин аркасында менин Ортожон Чечтөө айылынын Опоз участкасында турган үйүмдүн кодун коюп, экинчи айылдагы Ортожон айылына чыккан чечимге менен гос акты берип коюп, 3 жылдан бери мен өз агдар мээнети менен салган тамам ала албай жүрөм да. Ушуну мен аныктап, айыл өкмөтү берди. Чечтөө айылы Опоз участка өзүнчө айыл, Ортожон өзүнчө айыл, Госэсир өзүнчө айыл. Ушуну прокуратура, тергөөчтөр эч тааныбай атат да. Муну таанытыш үчүн кандай документ менен таанытам же кандай ошо жеткире албай койдум да, билбейм. Алар же юрист эмеспи, же каяктан окушкан билбейм, же балданбы, же асманданбы. Ушуга бир так жооп берип коюңчу. Же болбосо сизге мен барсам документин көргөзөйүн.
3 жылдан бері тақтай албайм да. Коррупция 100%. Рахмат. Өміріңіз ұзын болсын. Спасибо за то, что позвонили, Какен Мырза. Ну, есть что сказать, Урузбек Кадырбекович? Да. Пожалуйста. Какен ағаның сұрасына қырғызша эле жооп берели. Мамлекеттик тилде кайрылыптыр. Какен ага угатсаңыз радиодон алгач сиздин укук аныктоочу документиңиз болушу керек. Анан укук күбөлөндүрүүчү документ деген болот. Бул укук аныктоочу документтерге сиз ошол үйдү таамыңызды, бирөөдөн сатып алгандыгыңызды же бир мамлекеттик органдын жергиликтүү өкмөттүн бир токтому чыкканы же аны мурас калган документиңиз ошол укук аныктоочу документ. Анан укук күбөлөндүрүүчү документ ошол документ менен барып өзүңүз айткан ошо мурдагы мамкаттоо азыркы кадастр мекемеси ошол жактан алган жанагы күбөлөндүрүүчү китебиңиз. Ошолор убагында эми сиз 2004-2002 жылдаргы баягы каттоого чейинки баягы электрондук сизде укук аныктоочу документиңиз болгон да ошол документиңиз менен анан мамлекеттик органдар айтып атканыңыздан кандай чечим чыгарды азыр толук айтпай калдыңыз, кимге чыгарды? Ошол чечимди сиз бул жарандык тартипте эле сотко кайрылып жокко чыгартышыңыз керек эле. Мына мен мисалы сиз айтсаңыз керек, мына 90-жылы же 95-жылы мен бул үйдү алып сатып алганмын, Ахмат Ашмат деген деп. Мисалы мынаны негизде бирок мен тиякта жүрсөм буну каттап коюптур деп далилдешиңиз керек эле ошол жергечи. Көрсөтүшүңүз керек эле. Эгер азыр радиодон мүмкүнчүлүк документтерди көргөнгө мүмкүнчүлүк жок, бирок документтериңизди алып, сизге оңой болсо, убаракерчилик болбой, Бишкекке келсеңиз, мен сизди өзүм кабыл алам. Ошол радиодон айткам десеңиз. Ал эми жок, Бишкек алыс десеңиз, анда биздин Жалал Абад областында да акысыз кеңеш берүү борбору бар. Ала Букада да бар, Таш көмүрдө да бар. Ошол акысыз кеңеш берүү борборлорунун юристтерине барып кайрылыңыз. Же кат жүзүндө жазып түшүндүрмө бериңиздер деп көчүрмөлөрүн тиркеп жөнөтүңүз. Ошентип сизге жардам бере алабыз. Урузбек Кадырбекович, я хотела бы обратить ваше внимание на социальные сети, где, соответственно, слушают и смотрят эфир, который вот сейчас в данное время идет. Вот Чулпун Акимбаева пишет и спрашивает: до заключения договора купли-продажи могут ли специалисты жилищного кооператива проверить всю историю прав недвижимости того или иного жилья, чтобы у покупателя в будущем не возникало никаких проблем с бывшими владельцами, выдавшими кредиты под залог банками, сомнительными сделками или судами? Вот это вот первый вопрос. И вторая пользовательница социальных сетей Чинара Андарбекова спрашивает: здравствуйте, у меня такой вопрос. Можно ли верить жилищному кооперативу Ихсан? Вот такой вот вопрос. Пожалуйста, что скажете по первому вопросу? Да. Динара, да, первый вопрос? Нет, Чулпун Акимбаева. Чулпун Акимбаевна. До заключения договора купли-продажи, да, у вас же не определенное жилье, правильно? Если у вас есть определенное жилье, либо вы с кем-то договариваетесь, что вы состоите в членстве в каком-то кооперативе, что у вас через 10 минут... Через 10 месяцев придет в очередь, что вы намерены приобрести это жилье, тогда вы можете обратиться, либо вы сами, либо представитель кооператива, для получения информации от филиалов госучреждения кадастра. Да? Ну, они полную информацию не даст, ну, может, вам даст определенную информацию, да? Ну, вот так. А в момент купли-продажи, в момент заключения договора вам даст полную информацию. Если там есть ограничения, если там есть спор, если там есть какой-либо запрет, тогда договор купли-продажи вы можете составить сами вот госрегистре, который работает государственные регистраторы, вот госучреждения кадастра, они сами вам расскажут и покажут, и тогда они откажут. Потому что договор купли-продажи осуществляется в учреждениях ГУ кадастр. И по второму вопросу Чинара Андарбекова, вот она задала вопрос: можно ли верить жилищному кооперативу Ихсан?
Ну, я уж не знаю, может быть, не будем рекламировать, я уж не знаю. Но, тем не менее, может быть, что-то посоветуете пользовательнице, раз она стоит перед выбором, или, может быть, у нее есть сомнения, стоит ли доверять, а может быть, не совсем стоит? Ну, я не могу комментировать такое, потому что... Ну, самое главное, пусть придет в Министерство юстиции, да? Я, Динара, обращаюсь к вам. Я с начала выступления говорил, если вас заинтересовал какой-либо кооператив, хотите ознакомиться с учредительным документом, пожалуйста, пишите заявление в органах юстиции и получите копию. Я еще раз обращаюсь, вот некоммерческих кооперативов нету коммерческого тайны. Нету персональных данных, поэтому она общедоступна, вы можете получить и ознакомиться. Это для представителей кооперативов тоже. Если был бы это какая-то коммерческая фирма, да, акционерное общество, ну, тогда были бы ограничения. Ну, и последний, Розбек Кадырбекович, вы чуть ранее сказали, что все жилищные кооперативы могут, например, создать ассоциацию или объединиться в ассоциацию. Но вопрос в том, а им это надо, им насколько это важно, актуально и, может быть, выгодно создать, например, ассоциацию, чтобы была вот единая ассоциация жилищных кооперативов? Вопрос. Согласно закону кооперативов, органы управления кооператива должны вести свою деятельность добросовестно и разумно в соответствии с законом. Ну, это все же они называются жилищным кооперативом. Если для них надо репутация, для них надо дальнейшее развитие, они могут объединиться и договориться о каких-либо обязательствах между обязательствами. Это для общего блага дела. Вот в зарубежных странах оно же развивается, кооперативы, так активно. Ну, еще здесь я говорил, человеческий фактор. Вот строительные фирмы коммерческие тоже. Когда договоры составляется, договор долевое строительство, ну, там ведь тоже же люди пострадают, иногда и обращаются же, правильно? Это ведь человеческий фактор. То есть, строительная фирма не мог своевременно дать в эксплуатацию в связи с чем-то. Ну, я всем гражданам обращаюсь. Договор долевого строительства, согласно жилищному кодексу, подлежит в регистрацию в государственных нотариальных конторах. Ну, нотариальных конторах. Ну, требуете этого. И договор, когда вы заключаете с представителями жилищных кооперативов, тоже там не обязательно, там вы можете обязательно по вашему требованию зарегистрировать, засвидетельствовать его в нотариусах. Это по требованию сторон. Розбек Кадырбекович, спасибо вам за то, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Мы понимаем, что жилищный кооператив – это один из способов решения квартирного вопроса. И надо сказать, что если наши граждане хотят стать пайщиками, да, жилищного кооператива, если есть сомнения, если есть, то, пожалуйста, обращайтесь в Министерство юстиции, которое, конечно, открыто к такому диалогу, чтобы вы никоим образом потом не стали жертвой мошенничества. Ну, будем, конечно, не то, что надеяться, самое главное, будем надеяться, что все будет чисто и прозрачно, и, в общем, при том, чтобы стать членом жилищного кооператива, никаких потом и проблем-то не будет. Время нашей программы, Розбек Кадырбекович, заканчивается. Одно предложение и все. Да. Вот еще хотел бы много рассказывать, то есть прав, обязанности членов, как провести, утверждать там документов, но время было мало. Ну ничего, будет возможность прийти. Еще раз, для блага граждан, для правового просвещения мы готовы прийти и разъяснения давать, и принимать, и оказывать юридическую консультацию. Министерство юстиции всегда готово. И двери открыты. Спасибо вам еще раз, дорогие наши слушатели. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио.